особенная моя тема – глагол «яс». А именно глаголы первого лица, то есть я, второго лица, то есть ты, и настоящего времени. Потому что ведь диалоги, они происходят между мною и тобою. И чаще в настоящем времени. Самая употребительная форма, да. Очень нужная тема, между прочим. И давайте сразу пример возьмем. Глагол «виджны». Именно в такой форме даются глаголы в словарях. С суффиксом «ны». В каком языке нет окончаний. Мунны идти. Кольны оставить. Петкадлны показать. Ну, возвращаемся к глаголу «виджны». А перевод – сохранять, хранить, беречь, а также, внимание, тратить. Вот по этим значениям что-то есть буддистское в этом глаголе, да? Чем больше я это трачу, тем больше его и сохраняю у себя, да? Вот, классно. Вот, виджны. Что мы делаем? Чтобы сделать глагол в настоящее время, то есть я что-то делаю, я пока будет «ме». Мы этот убираем, остается только «видж», и добавляем звук «а», «видя». В данном случае именно «а» и пишется «видя». И это уже «ме видя», то есть я сохраняю, «ме видя» я трачу. «Ме видя деньга» я трачу деньги. И, кстати, «ме видя деньга» я также их храню. Господи. В общем, по контексту и по лицу можно понять, в каком значении в данном случае мы употребляем слово глагол «видя». А вот ты, да? Ты видян. Видян. Видите, что произошло? Мы добавили не ан с буковкой н. Видян. И давайте, чтобы было более понятно, еще какой-нибудь глагол возьмем. Так, я себе здесь тут выписала. Покупать давайте. Нёбны. Мы убираем, оставляем нёб. Ме нёба. Я покупаю. Те нёбан. Нёбан. Да? И давайте еще один глагол. Интересный. Мунны. Идти. Идти. Здесь, видите, как две буковки «н». Одна, мы ее оставляем. Мы, как всегда, убираем. И у нас остается «мун». «Ме муна» – я иду. «Те мунан» – ты идешь. Вот. Видите, как это легко и просто, да? И давайте еще один такой интересный глагол возьмем. «Пукавны». Он супер смешной для русскоязычного человека. Я не сразу поняла, над чем вы смеетесь, оказывается. Но именно благодаря таким глаголам лучше запоминается язык, поэтому лучше посмеемся, но запомним. Чем примечателен этот глагол в словаре, он дается как «пукавны». Не убираем, остается у нас «пукав». И должно быть, по идее, в первом лице, то есть «ме пукава», то есть я сижу. Но так коми-люди не говорят. «В», когда она оказывается между двумя гласными, она меняется на «л». И остается «тадам! Пукала! Ме пукала!» А «те» пукалан. Вот. Запомнили, да? Если звук «в» оказывается между двумя гласными, она меняется на «л». Это единственное чередование в каком языке. Больше чередований никаких нет. И давайте такой же пример возьмем, чтобы у нас уложилось бегать. Актуальная тема. Интересно, кто-нибудь бегает трусцой? Так вот, бегать будет котравны. Котравны. Мы убираем, остается котрав. Меняем «в» на «л». И получается «ме котрала», «те котралан». Легко и просто. И напоследок хорошая новость. За сегодняшний урок, то есть глаголы настоящего времени, первого лица, второго лица, вот, вы еще и усвоили второй урок. Это будущее простое время, потому что в каком языке оно образуется так же, как и в настоящее время. То есть вот этот глагол «видя» также будет, можно перевести как «я потрачу». Да, и я сберегу. Ты видян, ты потратишь, ты сбережешь. Да, видите, типа, чтобы, говорят, мечта сбылась, надо думать, что это у вас уже есть. Это что-то магическое, да, в этом языке-то есть.